душе она мне настолько понравилась, что сказал, она мне все. Я для нее все сделаю, хоть на небо буду держать и на землю даже не опускать. Уже 25 лет было, ну, и мама, и папа хотели, вот, чтобы я был уже семейным, хотели внуков. И вот предлагали, ну, в наше время, вот как было, вот одну девушку показывает, другую девушку показывает, вот как тебе нравится, как тебе. Я ничего не говорил. Это я учился здесь в партийной школе, потом как-то вечером здесь в городе учился, в Вильхотово возвращался, я проезжал через поликлинику. В поликлинике там работали знакомые наши девочки, и родственники, и наши Корсановые. Но я всегда подходил к ним, и вдруг я увидел, вот ее по коридору прошла. Я говорю, девочка, а кто вот это же? А что, она тебе нравится? Я говорю, да, очень. Хочешь познакомиться? Я говорю, конечно. Вот мы в поликлинике познакомились. Ну вот он, как и его родственники, и давай познакомимся, познакомим тебя. И в кабинет, где я работала с врачом, туда привели его, вот такой. Вот. Ну, конечно, мне не понравился. Ее красота, стройность. Мне больше ничего не нужно было. Я сказал, что она будет такой, какой я хочу. Первый же день, вот увидел, и сразу же уже отцу сказал, и уже сватай. Это не то, что встречались там или что-то. Мы не встречались. Мне не понравилось, что Пасетинский хорошо не знает. Вот это впечатление меня отталкивало. А так, что... Я узнала, что он с хорошей семьи. И то, что не пьет, не курит, работящий. Но это уже потом узнала. У нас любовь получилась так с первого взгляда. Вот я увидел ее, и она мне понравилась. Внешность. Ну, он как бы сразу. Стройная и красота. Я в душе, она мне настолько понравилась, что сказал, она мне все. Я для нее все сделаю, хоть на небо буду держать и на землю даже не опускать. Я сделаю все, что ей надо, только чтобы мы были вместе. Когда уже не по любви было, но когда уже стали жить, конечно, заботливый, рукастый. Все, что нужно для молодой девочки, все старался. В чем я не справлялась, он помогал так. И Ирон Хазару это нельзя, но так втихую. Когда хорошее обращение, когда все для тебя стараются, конечно, уже любовь само по себе приходит. Когда я сказал, что вот эта девушка мне нравится, вот я хочу с ней познакомиться, все. Ну, тогда отец сказал, ну, пошлем, сватов пошлем вот в их дом. А она что, только закончила 10 классов, и когда мои сваты вот пришли в лице моего отца, ну, какая? Ну, она же еще маленькая девочка, ни образования нету, ни специальности. Ну, дайте, чтобы она закончила учебу, там, специальность получила. Я говорю, я даю слово, все будет сделано, как вот она желает. У меня родителей не было на войне, во время войны. Отец в начале войны погиб. А мать тоже в 43-м во время войны умерла. И нас бабушка с дедушкой воспитывали, у них жили. Ну, девочка, дочка туда-сюда расспросили. И отец сразу же на второй или на третий день уже к дедушке пришел. Миновар.
Ну, дедушка сказал, если бы это моя дочка была, я бы, конечно, сразу ответ дал. Но так как она сирота, и насильно не дам слова. И так каждый день после совещания кончит в этом правлении и к нам. И вот это продолжалось несколько месяцев. Не хотела слушать ничего. Нет, и все, я замуж не выхожу. И ни в какую. Случайно он, не знаю, через мою подружку сказал, что это она стесняется бабушке, дедушке сказать. Она вот в городе, мы встретились, а дедушка и бабушка так рассуждают. Раз по городу прошли вместе, значит, уже все. И дал дедушка слово. И в итоге и договорились. Договорились, сыграли свадьбу. И вот в сентябре будет 60 лет, как мы вместе. Для того времени очень большая, хорошая свадьба. По всем законам осетинским. Традиции, обычаи, наряды, что положено в старое время, как. Хунты тарбаха, что и все, что у Сраштаг Сакау, Ахам. Правда, кольцо не купили, никто не сообразил. Зато пуховый платок за 120 рублей купили. За это 120 рублей можно было и 2-3 кольца купить в то время. Ну вот, почему-то не знали, и никто об этом не думал, и я не думала, и он, и старший тоже. Он же учился в партийной школе тогда. Вся группа приехали. Ностальгия, как со свекровью жили, как они меня любили и хорошо относились. У меня же матери не было. И она как заботилась. Я на работу утром ухожу, она уже готовит мне там лаушта с собой, чтобы я забрала на работу. Вот какие-то такие мелкие, но приятные заботы. Самое такое больное место, когда сын в Афганистане был, это ни с чем не сравнимо. У тебя вот был вопрос. Какое самое светлое воспоминание? Мне кажется, когда сын вернулся с Афганистана, это самое приятное, самое радостное, потому что очень много погибало в Афганистане. Ничего не надо было, никакие награды, ничего, только сын был бы рядом с нами. Это свершилось. Нет, о разводе никогда не было разговора, нет. А ссорились, конечно. Всякое было. Все гладко за 60 лет не будет. Там у нас разногласие было, конечно, в воспитании детей. Я помягче, он построже. Вот это больное место было. У него солдафонские эти строгости. Если папа заходит и ключ в дверях, они уже смотрят, где игрушки разбросаны или нет. Их они собирают, книжки, и себя заправляют. Дневник не заполнен, в угол мог поставить. Но это, конечно, мне не нравилось. Когда мы жили первые годы, у нас что, мы с Ильхотова, здесь, когда он начал служить, квартиры не было, сняли частную квартиру. У нас ничего не было. И даже в мыслях не было, чтобы у родителей что-то брать. И мы купили вместо шифонера монахом дермантиновый, внутри вешалка, вот такой на замке закрывается. Купили никелированную, но это уже как шик был, кровать. Вот это богатство было,
И у нас в мыслях не было, что нам еще что-то не хватает. Все хватало, все было. В те годы и продукты, и все, конечно, дефицит обходились. Но тогда таких потребностей не было, как сейчас. Он человек слова. Сказал, сделал. Он все время старается, чтобы нагрузки на меня не было. Что-то купить или ремонт, что. Конечно, предлагаю я. И как шутим, моя голова, твои руки. Ну, советуемся. Ну, построй вроде бы тихий, а построй четко. Четко любит все. Порядок, чтобы все это было. Офицерский все. Красота, стройность. Было, сейчас нет. И сейчас тоже. Я до конца жизни буду это все хранить. И мне то, что послушные, что не скажет, всегда советуемся. Мне нравится то, что, вы знаете, вот все наши родственники, где бы я ни служил, где бы я ни жил, всегда приходит Зоя Джабраиловна. А как вот это? Всегда с ней советуются, а мне это очень приятно. Ты скорее скажи уступчивая. Если что не так, все равно Усыпчивая. Уступчивая. Самое главное – терпение. Иногда вот она что-то скажет, мне не понравится, но я должен вытерпеть. Если мы вот что-то поругались, ну не без этого бывает. Конечно, это и не понравится, а мне так вот хочется. Поругаемся, то это ненадолго. И надо уметь прощать. Терпеть. Хуже, чтобы не было. Пусть до конца моей жизни будет вот такая, какая она есть сейчас. С первого дня, как я дал слово, она так и есть. И я хочу, чтобы она такой была. Что-то хотел бы ты изменить во мне? Нет. Не дай Бог, конечно. Я единственное хочу ей здоровья, потому что она моя доктор, моя спасительница. Она продолжательница нашей жизни. Вот хороших детей сделала, хорошее наследство идет. Она дает им советы, и я этим радуюсь. Я ничего не хочу. Пусть она будет так. Я ей все желаю, эту красоту, доброту, чтобы в ней сохранилась, как я ее знаю. А я что? Когда вот сидим, Ерон едет, ну и Ерон Штолковая, конечно, он вернулся 13 лет, ни по-русски, ни по какому, ни по-осетински. Ему потом Ерона в Шахоркан, это сложность. Артакадар он не очень-то хорошо знает, что как, кого. Ама хуждаржона, Ерона даутта, вот это все я лучше знаю. Ама мне неприятно бывает, что шиитет это он никак не запомнил. Но я это понимаю, а другие-то не так понимают. Ерон шиитет это. Конечно, мы фажан, сакау, жаган, Ерон, хиштар, шпаджага это. Но он не потянет не потому, что внутри-то знают туршагал, а по-русски это все. Конечно, бы мне хотелось это, но это уже невозможно. Не по своей вине он не знает Ерон, Ахдаутта Ерон. Ахдаутта жона, фаласа жаганна жона. И, ну, если что, конечно, ой, на жона шагишь, что вот, я иду на защиту. Ну, стараюсь, прислушиваюсь, беру во внимание старших, даже младших, намного младших меня. Я сажаю его за старшего, чтобы он говорил. Ну, ничего, для семейной жизни это не повлияло.
Приглашаю всех родственников. У меня собираются заловки в Шимарта. И вот ихние жены, это постоянно у меня. На все праздники, я считаю, на Видер. Это в Вильхотове, они приезжают, они могут у меня быть неделями. Все. Это уже как наш сбор у нас, всех родственников, близких. Место у нас позволяет, поэтому они приезжают и с ночевками по несколько дней всегда бывает у нас живут. Это их смерть кого-то из них потерять. Ну, чтобы одна я не осталась. Вот это самый большой страх. Страшно без него будет. И ему тоже без меня, не дай Бог. Слышать и слушать, и уступать. Все гладко не бывает. Но вовремя остановиться женщине, Да. и уступить. Иногда ты видишь, что не права, но надо терпеть, надо выжить. Лучше промолчать. Терпение и слышать друг друга. Сейчас молодежь более требовательная, по-моему. Они хотят все и сразу. Но этого не бывает. На первом месте не ставить достаток, понимания. Достаток всегда не бывает. Ну, что, Жить тем, что есть. Да, радоваться тому, что есть. Никогда не надо завидовать другим. Надо жить просто в обществе с людьми. Вот это тоже очень важно в жизни, не завидовать. Когда дети радуют, тогда все хорошо. Когда дети, здоровье детей, успехи детей, вот это все связывает. Любовь, ну, вот как очень такое, это лет 10, наверное, так. А потом уже все привычка. Привычка, когда друг в друге уже необходимость. Первое время бывает, а потом, да, она проходит привычку. Необходимость – это потребность жизни. И друг друга 3 мириться года и прощать, совсем и что-то всё. мало.